ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Пятница, 17:30. Арена Ледового дворца. Чемпионат России по хоккею. Играют девушки. Ухтинский клуб «Арктик Университет» против уфимской «Агидели». Гости – трижды бронзовый призер чемпионата. В составе команды 2 легионера плюс 6 хоккеисток национальной сборной страны. Начало матча динамично. Гости открывают счет – 1-0. За 5 минут до конца стартового периода «Агидель» получает штраф. За выброс клюшки судьи назначают буллит. Нападающий «Арктика» Ива Петерсена обводит вратаря и забрасывает шайбу в сетку ворот. Второй период начинается на равных – 1-1. Но уже меньше, чем через минуту «Агидель» вновь вырывается вперед. Отличилась нападающая Николь Чубкова. Однако спустя чуть меньше 3 минут ее же судьи наказывают 2-минутным штрафом. Реализовать большинство удается нападающему ухтинского клуба Фанузе Кадировой. Следом новая атака. С передачи Лианы Ганеевой и Виктории Хнатовой капитан «Арктик» Петра Правликова обходит защиту и забивает гол. За 6 минут до конца второго периода хоккеистка «Арктик» выходит против голкипера «Агидели» Ксении Ильиной. Неловкое движение, и спортсменки залетают в ворота, а шайба нет. Вратарь уфимской команды пострадал. Девушку срочно увозят в больницу. Предположительно, перелом лодыжки. Если информация подтвердится, то для Ксении это последняя игра в сезоне. На лечение уйдет 2 месяца. Теперь ворота «Агидели» защищает Камила Рахманкулова. Уже через минуту на льду новые потрясения. Удаление у «Арктик». На 2 минуты на скамейку штрафников отправляется Полина Афанасьева. Девушка наказана за толчок соперника клюшкой. А вот за что удаляют Викторию Хнатова и уже через минуту Фанузу Кадирову, для болельщиков загадка. Зрители активно выражают свое негодование. 2 сильным нападающим ухтинской команды запрещено выходить на лед по 10 минут каждой. Формулировка лаконична – за неспортивное поведение. Вики, во-первых, там судья подняла руку, дала 2 минуты. Вики спросила, за что. За это получил 10 минут. Видите как? Ну, это зависит от судьи, да. Обидно, досадно. В принципе, с судьями нельзя разговаривать. Как говорится, она имеет право, но по-человечески можно было понять, она там не спорила, не ругалась с ней, а просто спросила. Фануза, там было удаление, судья поднимает руку, 2 минуты дает опять, 2 минуты. Фануза думала, буллит, наверное, я так думаю. И клюшкой об лед стукнула. Судья подумала, что в ее сторону тоже 2 минуты дала. Ухтинкам удается сберечь ворота, играя в меньшинстве. Счет 3-2 ведет «Арктик Университет». В середине 3-го периода Анна Шибанова, защитник «Агидели», наказана малым штрафом за толчок соперника клюшкой. Карине Верховцевой, нападающему «Арктика», удар пришелся в лицо. Похожая ситуация была накануне. Шибанова в заключительной 20-минутке также чуть не травмировала Карину. У нее ушиб, у нее вчера ушиб грудины был серьезный такой, она дышалась кое-как на обезболивающих. Доиграла. На обезболивающих я их обезболиваю, она это самое. А сегодня в лицо попали крюком, я так понимаю, клюшкой зацепили в лицо. До конца 3-го периода «Агидель» забивает 2 шайбы. Ухтинки успевают ответить лишь однажды. Счет равный 4-4. 5 минут дополнительного времени не смогли выявить победителя. Все решают буллиты. Удача благоволит гостям. 2 забитых шайбы против 1. Упорный матч заканчивается победой уфимской команды. Счет 6-5. Молодцы, настроились, вышли и играли от начала до конца. Даже вот эти 10-минутные удаления, которые нас могли выбить, девочки и это сдержали, за что им спасибо, и выдержали, и отыграли игру до конца. Обидно, буллиты, да, это лотерея, конечно. Жалко, хотелось бы, конечно, больше, но будем учиться. После матча выяснилось, подозрения на перелом у голкипера «Агидели» Ксении Ильиной не подтвердились. В травматологии диагностировали ушиб. У ухтинок тоже остались боевые ссадины. Времени на оздоровление немало. Следующие игры «Арктик Университет» проведет 20 и 21 февраля против нынешнего лидера команды «Торнадо» из города Дмитров Московской области.